В Москве по обвинению в шпионаже задержали журналиста украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Последние 6 лет он работал собственным корреспондентом агентства во Франции и прибыл в Москву с личной целью. Вы видите оперативные кадры ФСБ. Наручники на журналиста надели в пятницу. Однако известно об этом стало только накануне. Как рассказали коллеги Романа Сущенко, о задержании корреспондента российская сторона никого не уведомила. Ни украинских дипломатов в Москве, ни компанию «Укринформ». О местонахождении супруга Романа, который остается во Франции, узнал только спустя 2 дня после того, как он перестал выходить на связь. Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на 2 месяца. От стен СИЗО Лефортово специальный корреспондент украинского агентства «Униан» в Москве Роман Цымбалюк. Мы пообщались сейчас с его адвокатом Марком Фегиным, который сказал о том, что до сих пор никого не пустили в СИЗО к Роману. Ни его не пустили, его адвоката, ни консула Украины. На вопрос, почему это, он предполагает, что, цитирую, идет вопрос заморозки. То есть работают российские спецслужбы с целью для того, чтобы как-то заставить человека дать признательные показания. И именно поэтому никого к нему не пускают. Хотя по закону, по международному праву обязаны это сделать. Марк Фегин стал украинским адвокатом Романа Сущенко. Он в свое время представлял интересы украинской летчицы Надежды Савченко. Как написал он у себя в Твиттере, о помощи его попросили супруга журналиста и руководство агентства «Укринформ». В течение дня Фегин попытался попасть в Лефортово, но... Цитата: «С посещениями подзащитных в этом СИЗО реальная катастрофа. За неделю вперед адвокаты разыгрывают право на вход». Буквально перед самым эфиром мы смогли связаться с Марком Фегиным. По его словам, у российской стороны нет никаких доказательств возможной вины Романа Сущенко, а от назначенного российским государственным адвоката помощи ждать не приходится. Та информация и те видео, которые представлены в ФСБ, вообще ничего не доказывают. Мне казалось бы, что если у них было бы там, я не знаю, хотя бы видео признания Сущенко или еще что-нибудь, они выложили бы, конечно. Все-таки речь идет о журналисте. Международное сообщество очень болезненно относится к подобного рода фокусам. Получается, что доказательств пока, во всяком случае, нету. Адвокатом по назначению он был недоволен, но это и понятно, потому что адвокат – это мебель по назначению. И иллюзий не питаем по этому поводу. Романа Сущенко в городском изоляторе случайно обнаружили члены общественной наблюдательной комиссии российской столицы. Совершенно случайно вчера во время проверки Лефортовской тюрьмы мы в карантинном отделении увидели мужчину в арестантской робе. Загорелый, красивый молодой мужчина. Это оказался журналист украинский Роман Сущенко. Большим трудом нам удалось узнать его имя, фамилию. Он сказал, что он иностранец. Сотрудники СИЗО всячески мешали нам разговаривать. Единственное, что он сказал, что его не пытали при задержании, но оказывали на него серьезное психологическое. Он не смог сообщить украинскому консулу. И вот его больше всего беспокоило то, что никто не знает, что с ним происходит, что он находится в Лефортовской тюрьме. Московские родственники Романа Сущенко обстоятельства его задержания не комментируют. Объясняя это подпиской о неразглашении, сообщают наши корреспонденты в Киеве. Консул Украины весь день пытался встретиться с журналистом, однако получить соответствующее разрешение на момент записи программы украинскому МИД не удалось. Требуем от России немедленного допуска к гражданину Украины консульских должностных лиц в соответствии с международными обязательствами. Также обращаемся к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и ко всем правозащитным организациям усилить давление на Россию и прекратить любые нарушения прав человека. К сожалению, наши граждане находятся в России в опасности. Бесспорно, все это выглядит как провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание журналиста – обычная работа спецслужб. Российская ФСБ назвала Романа Сущенко полковником, кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Гражданин Украины целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. В Киеве эту информацию опровергли, отметив, что Сущенко никогда и никакого отношения к управлению разведки не имел. Считаем, что это очередной фейк. Можем сказать, что всех украинских граждан, находящихся на территории Российской Федерации, российские спецслужбы считают шпионами. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в связи с арестом журналиста предложил вернуться к вопросу введения визового режима с Россией.